Блин, мне сейчас очень стыдно, я, походу, никогда не заглядывал в словарь. Пяке — это круто. Надоел койбас. Там тоже эпиляция. Но если ты его просто вот реально отрезаешь, то сокол кисю. Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, всем привет и сәлемсіз сәлем. Это Айда подкаст, меня зовут Айнур. И я учу татарский, мин татарша үйренем. Исәнмесез, мин Римма, мин татарша үйрәтәм. Сегодняшняя наша тема — поход к парикмахеру татарша. И давай сразу начнем со слова парикмахер. Парикмахерская. Парикмахер мы переводим на татарский язык как щәч-тараш. Парикмахерская, соответственно, щәч-тараш-хана. Рима, у меня всю жизнь был вопрос. Может, ты мне на него ответишь. Вот туараш, это же от слова туарарга, правильно? Расчесывать. Я. То есть в татарском парикмахер — это человек, который вот щәч-тараш, волосорасчесыватель. Я правильно понимаю? Да, волосы Хочу себе персонального расчесывателя волос. Щәч-тараш. Слово тарарга. Расчесывать. То есть татары волосы не стригут, они приходят и говорят: «Торагас меня щәшемне щәч-тараш ханеде». Ну, перед тем, как состричь, наверное, их надо все-таки расчесать. Потом уже можно и стричь, и красить. Ну, окей. Давай еще одно базовое слово. Салон красоты можем назвать. Можно я попробую угадать? Гузалик хане или матурлык хане? Дұрыс? Кстати, прикольно, да, звучит. Но мы привыкли называть матурлык салона, гузалик салона. Если хотите, можете использовать любой синоним к слову матур и назвать, например, салулык салона. Шиберлик салона. Супер, яхшы. Продолжим. Пройдемся по инструментам, которые использует парикмахер. Парикмахер у нас обычно орудует ножницами. Татарша койще, ножницы. Подожди, смотри, а можно по буквам? К, О, дальше? И краткое. Реально? Там и краткое есть? Койще? Блин, мне сейчас очень стыдно, я, походу, никогда не заглядывал в словарь, как пишется кой. Я называю просто это коще сразу, типа коще. Да, она реально как-то при разговоре вообще не слышится. Мы все говорим коще, барма, коще китер, коще кирек. А пишется вот из 5 букв. Коще. Очень интересно. Блин, это реально вот просто инсайт года для меня. Спряталась. Интересно, я сейчас думаю, вот у людей типа инсайт, там, как заработать миллион. У татар коще пишется с краткой. Вау. Интересно, где еще непроизносимые буквы, да? Пойдем дальше. Слово тарак от глагола тарарга. Тут ничего нигде не спряталось. Тарак из 5 букв. У Тукая, например, суанас там алтын тарак, золотой гребешок. Что еще использует парикмахер? Парикмахер еще использует кисточку. Пумала. Слышал это слово когда-нибудь? Не слышал? Пумала. Пумала это и для кисточка будет, и для краски тоже кисточка пумала. Да, и для краски у художника на руках тоже пумала. Что еще у нас из инструментов? Бритва? Бритва. Татарша карангаш. От глагола карарга. Еще могут назвать пяке. Но пяке дословно переводится как ножик. Складной ножик. Слушай, прикольно. Карангаш звучит как название птицы, как типа корлыгаш, сондугаш. А пяке, я знаешь, откуда знаю слово? Из песни «Усал он бишилеке», там типа «Кисямде пяке», что-то там «Темяке». Тоже я правильно услышал? Это вот это пяке имеется в виду? Потому что традиционно татарские парни носили в кармане от пяке. Вот темяке носить не обязательно, а пяке было вот прям традиционное, такое прям мужское. И чем больше было гаджетов на одном этом складном ножике, тем было круче. Подожди, то есть пяке это, такой раскладной ножик, да? Судя по контексту. Да. Да, например, жиды я пле пяке. То есть там получается 7 разных, как это называется? Каких-то там типа открывашек, наверное, еще что-то. Да, 7 развилин, и вот он может их использовать как 7 разных инструментов. Сейчас этого нет. Сейчас вместо этого у нас телефон, который не сходит у нас из рук. А раньше был вот такие. Главная гордость татарского мальчика, татарского парня, чем можно было похвастаться перед другими ребятами, рассказывать, вот ему или подарили, или купили. Таке — это круто. Яхшы. А какие услуги оказываются в парикмахерской? Щәч-тараш ханеде не шлибес. Щәч кисябес. То есть стрижем волосы. Щәч кисю. Стрижка волос. Щәчне буейбыз.
Шаш буяу. Окрашивание волос. Сакал кру. Как думаешь, что это, Инна? Сакал кру. Ну, это, видимо, стричь бороду, но ты сказал кару. Кару это же брить. Да. Почему не суакал кисю? Но если ты его просто вот реально отрезаешь, то сакал кисю. То есть было там, не знаю, там до пола у тебя борода, там отстриг, там помолодел, тебе сакал на кисти. А если тебе надо его прям сбривать, использовать бритву, то сакал карку девис, сакал на кару девис. Мыек кару. То есть если тебе сбривают усы, мыек кару. А если я хочу постричься на лысо? Ну, вот просто все сбрить. Башон на кару. Мыек. Бошем на кару, типа. А может такое быть, что меня неправильно поймут, я скажу бошем на карагас, и мне просто отрежет голову? Или нет? Ты в Турции так не говори, потому что у турков карарга — это разрушать, разбивать. Да, у меня был такой, я играл с турком в футбол, я пнул ему по ноге, и он сказал мне кырдын, он сказал. Да, ты разбил мне ногу, сломал мне ногу. А безде, а у нас это используется в значении вот брить, сбривать. Щащ кару, сакал кару, мыек на кару. Это вот то, что делает барбер. Вот смотри, ты уже несколько раз упомянул слово барбер, очень похоже на слово барбер. Это я сейчас просто услышал, типа, в двух совершенно разных словах какое-то сходство или есть сходство? Это, конечно, совершенно разные слова. Барбер и пишется по-другому, то есть там одна лишняя буква. Барбер — это профессия в барбершопах. Не мне тебе рассказывать, потому что это чисто салон для ребят, которые хотят какую-то модельную стрижку, модельные какие-то бороды. Но если тебе без разницы, как тебя постригут, то да, барбер. Ты идешь в барбершоп. Ничек кисерга, барбер. Домитик. Щачне урырге. Яки щач уру. Это значит заплести волосы. А сама коса, косичка, это толом. Толом. Толом урырге. Щач урырге, это значит заплести косички, заплести волосы. Супер. А вот седину окрасить, кстати, я вспомнил. Вот седина. Седина. Щол щач. Ох, щач дерга была, белые волосы. Щол щач дерга была. Щол шишемне буягас. Щол щачлеремне буягас. Щол щачне буягас. Есть ли у татар слово эпиляция? Ну, я понятно, что это и в русском заимствованное слово. Как вот эти все зоны называются у татар? Зона бикини, подмышки, что там еще обычно эпилируют? Какая интересная у нас сегодня тема. Так, эпиляция — это же все-таки не русское слово и не татарское. Можем использовать это слово эпиляция. Можем по-русски, например, если пытаться это объяснить, это будет выдергивать волосы, ну, каким-то способом. Ёлкорга. То есть кош ёлку, например. Выщипать брови. Выщипывать брови, А коз Ну да, ёлкой бас. Там тоже эпиляция для гуся. Понятно, что не добровольная, но ладно. Так, зоны будем так и называть. Бикини-зону. Да, от подмышки есть такое слово на татарском. Култык асты. Култык асты. Білеклер. Куллар. То есть руки, запястья, аяклар. Бармаклар. А сам воск можно перевести балавоз. Балавоз — воск. Окей, Рима и биг язык. И у меня финальный вопрос. Вот мы не договорили про лысого. Как будет лысый? Пляж. Пляж. Если человек, у которого проблема с ростом волос, с ростом или по-другому, если у него волосы выпадают, и он лысеет, лысый человек, у нас будет пляж. А если его просто сбрили на лысо, там будет другое совсем слово. Про него говорят такырбаш. Такырбаш. То есть ровная голова, ничего не растет. Казак, биг казак. Ну, давай закрепим сегодняшнюю тему. Я у тебя буду спрашивать, как парикмахер, а ты будешь уже рассказывать, какую ты себе хочешь прическу, какую хочешь стрижку. То есть ты парикмахер, а я клиент. Айнур салям. И сәлмесіз. Бүгін не эшлибез? Шәш кисәбезме? Сакал карабызмы? Менә карагыз, миңа кирәк менә шундый прическа, модель прическасы кирәк. Менә
аз калдырыгыз, мында чәчне кисегез, һәм мында щелканы да бераз калдырырга мөмкин. Сакалны кырыгыз, һәм менә минем чал чәчләр бар, аларны буярга кирәк. Менә телим зәңгәр төскә чал чәчләрне буярга. Һәм шундый менә модный булырга телим. Бәясе никадәр? Күпме? Бәясе бик кыйбат. Син бик яхшы сүзне әйттең, без аның турында бүген сөйләшмәдек. Чалка дидең, маңгай чәче дибез татарча. Маңгай чәче. То есть маңгай Лобные волосы? на лбу. Әйе. Маңгай чәче дибез. Һәм буярга. Әлбәттә, буярга дип тә әйтелә, без буярга дибез. Буярга. Буяу сүзеннән, краска. Буяу. Я опять задиалектил, да, когда сказал буярга? Я не скажу, что это диалект, это просто привычка произношения, потому что какие-то слова у нас пишутся вот как слово «кайще», но буквы не произносятся. То есть мы не привыкли их произносить. То же самое буярга, нам легче сказать боярга, чем буярга. Короче, менә кем бу подкастны карый, сез комментарийлардагы языгыз. Сез ничек әйтәсез? Буяргамы, бояргамы, байыргамы. Сезгә кайсы вариант күбрәк ошый? Әйе. Вот ты правильно заметил, что в татарском языке почти нет слова, чтобы заменить слово прическа. Без шулай кайтабыз. Прическа дибез, яки чәч дибез. Чәч просто волосы. Чәчеңне үзгәрттеңме? То есть не сменил прическу, чәчеңне үзгәрттеңме? Синең яңа чәчләрең миңа ошый. То есть волосы не новые, просто прическа или стрижка новая. Без әйтәбез, синең яңа чәчләрең миңа ошый. То есть как-то по контексту пытаемся заменить слово прическа. Яхшы, аңладым. Других ошибок нет. То есть ты молодец в том плане, что прям вытащил новые слова, которые мы сегодня не изучали. Демәк, кабатлыйбыз. Чәч тараш парикмахер, чәч тараш хәнә парикмахерская, чәч кисү стрижка волос, сакал кыру бритье бороды, мыек кыру бритье усов, чәч буяу окрашивание волос, чәч үрү плетение волос, толым коса, кайчы ножницы, тарак расческа, кырынгыч бритва, пумала кисточка, кисть, салон красоты, матурлык салона, яки гүзәллек салона. На этом все. А больше слов, примеров, предложений вы найдете в наших социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме, в Ютубе и сейчас еще и в ТикТоке. Да, в наших социальных сетях очень легко изучать материалы в ежедневном легком формате. Если вы смотрите этот выпуск на Ютубе, а не слушаете, то все ссылки в описании. Спасибо большое. С вами были ведущие подкаста Римма. Һәм Айнур. Сау булыгыз, дуслар. Матур чәчләр белән йөрегез. Сәламәт булыгыз. Әйдә подкаст. Учим татарский.